свойственно питаться иллюзиями, потому что реальность такова, что она порою страшит нас. И для того, чтобы изменить ее, необходимо прежде заглянуть в ее суть. Авторская программа Алексея Ледяева «Иллюзии и реальность». Смотрите, как его Бог учил. Слышать голос Божий. Беги, говорит, к Илию. Хотя этот мужичок там уже, он уже был, левенький. У него уже там ничего не видно было, не слышно. Вообще все редко было уже. Он вообще, его глаза тяжелели, он уже ничего не соображает. Но поймите, не работает то, в какой человек. Работает статус. И Бог, он сказал, а он побежал. Я знаю, что меня Бог учил действовать в дарах Духа Святого, научиться различать голос Святого Духа. Я практиковался в том, что я просто начинал с кем-то советоваться и говорить, вот у меня что-то вот внутри там пришло, вот какие-то мысли появились. Ты как думаешь об этом? Вообще это нормально или нормально? И когда я человеку, который надо мной был, руководитель мой, я ему рассказывал, от чего-то у него волосы дыбом могли встать, с чем-то он был согласен. Но поймите, без вот этого тренинга, без этой практики, дары не включатся. Я помню, я первый раз подумал, что я пророк. Я напророчествовал одной семье. У вас такое великое служение. Вы будете там миссионеры где-то. Вы будете в чудесах там двигаться. Они через 3 дня развелись. Его посадили в тюрьму на 5 лет. Она тоже из церкви ушла. Но я не остановился. А как двигаться, если не дерзать? Как двигаться, если не практиковаться? Если бы я бы боялся и думал, ну смотри, не получилось. Ну и что не получилось? В следующий раз получится. Сегодня уже очень много людей есть, кому это напророчествовал и нормально напророчествовал. Аминь. Есть очень много людей, кому в тему попал. Но если бы я тогда не пробовал, смотрите, этот человек, Самуил, 3 раза бегал к Илии. 3 раза. Ой, я боюсь, а вдруг он меня опять пошлет куда-нибудь уже, что я его беспокою. Знаете, для чего мы, пасторы, и нужны? Мы Божьи глаза, мы Божьи уши, и мы тот отвес Божьего понимания. Поэтому не бойся открывать лидеру, что там с тобой происходит. Лучше ты откроешь ему, чем ты заведешься своими этими духоманиями не туда. Знаете, он научился слышать голос Божий. Он научился понимать Бога. Вот о чем начало было этого собрания? Чувствительность. Развить себе эту чувствительность, но ее не разовьешь без практики. Я стою на служении. Я должен идти проповедовать. Впереди меня стоит парень. Один из наших служителей. Внутри меня. Помолись за него. Господи, мне уже надо выходить служить. Помолись за него. Я стоял, боролся. А правильно или неправильно? Правильно или неправильно? Потом я смирился, как набросился на него. Давай за него молиться. Знаете, такое служение было. Бог так пришел. Он мне после служения говорит, я стою и думаю, вот помолился бы кто-нибудь за меня сейчас. Представьте, вот без этой чувствительности, вот без этой практики,
Человек, он сильно нуждался. Он, может быть, бы и все равно бы служил бы дальше. Но именно эта молитва, вот именно в ту минуту, возможно, она что-то открыла в его духе, что-то открыло в его служении, а может быть, наоборот, разрушило что-то. Мы не знаем, для чего Бог побуждает нас эти вещи делать. Но эти люди нуждаются в такой вот чувствительности, в такой открытости, но в другом служении. Я вызвал людей молиться за какую-то ситуацию, проблему. Я смотрю в ряду, втором или где-то третьем, стоит одна девушка. И Бог мне показывает, что надо за нее молиться. А она не выходит. Она борется. Выйти, не выйти. Выйти, не выйти. Когда я подошел и стал за нее молиться, в ее сердце что-то обрушилось с небес. Что-то перевернулось в ее жизнь. И как мы эти вещи начинаем понимать? Мы их никогда не поймем, размышляя, обсуждая, Бог, а ты или не ты ли? Попробуй. Попробуй. Вот мы в конце, мы сейчас будем пробовать. Мы здесь, как в тренажерном зале. Здесь можно ошибиться. Здесь даже если вдруг что-то не то скажем, все друг друга поймем. Знаете, в тренажерном зале, там не такой, знаете, в красивой форме тренируются. В тренажерном зале все одевают что-то старенькое, потому что тренировка. Получится, не получится. Оттачивают мастерство. Делают какие-то действия, которые бы могли бы помочь потом, выйдя на ринг уже, быть лучшим, быть совершенным и оказаться победителем. Поэтому в конце будем пробовать. Будем пробовать включать это. Не бояться это делать. Я понял, одним из самых таких серьезных врагов для действия даров Духа Святого является страх. Люди боятся очень. Боятся что-то не то сказать. Боятся помолиться. Как будто, если он не исцелится, этот человек, тебя убьют за это. Никого еще не убили. И не убьют никого. Потому что не мы исцеляем. Исцеляет Бог. Вообще не надо бояться молиться за больных. Я помню, знаете, я верил в исцеление всегда. Но боялся молиться за очень сложных людей. Знаете, когда Дима Макаренко приезжает на евангелизацию, вот на последней евангелизации, которая была у нас покаялось 500 человек за неделю. И вот на его служение привозят, кого только не привозят, лежачих, скрученных. Это просто, я захожу в зал, и глаза закрываю. И вот, знаете, вот выводят их на сцену. И Дима говорит, постарайтесь молиться. Я так поднимаюсь на сцену, и там вот стоят, кто какой, кто лежит, кто сидит. Я так этих людей вижу. Думаю, это пусть Дима молится. А мне внутри. А вот он уедет. Кто за них молиться будет? Иди молись. Я закрываю глаза. И подхожу и не знаю, куда я руки даже ложить. Но я побеждаю все страхи. Я не знаю, сработает или не сработает. Но я ложу руки на этих больных. Я хочу победить этот страх. Потому что если его не победить, то тогда мы все время будем бояться очень сложных ситуаций, очень сложных демонических каких-то проклятий. Согласитесь, когда молишься, и там что-то с человеком не говорят, ты думаешь, а где Мадабука? А его нету сейчас. А где Боб Ларсон? А его тоже сейчас нет. А кто есть? Есть ты. И начинаешь повелевать, знаешь, не знаешь. Начинаешь что-то повелевать. Пошел вон, имя спрашиваешь. Мечом пронзаешь там. Петли вьешь там. Ну что-то придумываешь.
Ну, если не дерзать, если не практиковать, если не делать эти шаги, никогда это не сработает. А исцеляться могут люди везде. У нас один человек исцелился. Вот так, на входе в дверь. Он сказал одной сестре, говорит, у меня туберкулез. А та так научена была верить. Так набросилась на него. И давай молиться. Потом он свидетельствует, Бог меня исцелил. Аминь. Бог может исцелять везде. Но один услышит, туберкулез. Ой, тебе к врачу надо. Ой, тебе туда надо. Ой, тебе на промол надо. Ой, тебе диагностику надо сделать. А кто у тебя там? Что там у тебя? В каком краю там родственников? Что там случилось у тебя с легкими? А другой говорит, какая проблема? Во имя Иисуса. Туберкулез, диабет, все их братья и сестры. Вон! И они уйдут. Аминь. Знаете, дерзать надо, просто надо пробовать. Я понял, чтобы дары Духа Святого работали, надо иметь дерзновение и надо пробовать. Пробовать пророчество. Пробовать молиться за больных. Пробовать двигаться в дарах Духа Святого. Быть активным человеком. Вот я для себя понял, из учения об естественной платформе, плоды, но при этом и активное служение, активная позиция веры. Это есть моя естественная платформа для действия в даров Духа Святого. Давайте откроем Марка 16 глава, чтобы это подтвердить нам. Смотрите, 20 стих. Услышав это все, они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Смотрите, они пошли, а Бог, видя их активность, пошел за ними. Иногда мы в Божьи планы входим, а иногда Бог в наши планы входит. Иногда Бог вторгается в наш мир, а иногда мы притаскиваем Бога в наш мир. Я знаю, этой земле нужны активные христиане, которые скажут: Бог, у нас большая программа, и нам без Тебя никак. Помоги, подкрепи и подтверди наши слова чудесами и знамениями. Прояви свою силу, прояви свою любовь, прояви свое величие. Эта земля нуждается в чудесах. Эта земля нуждается в сверхъестественном. Но кто-то должен быть активным. У нас в церкви один наш парень. Сейчас он служитель евангелизационной сотни. Сотня евангелистов. И где-то уже сегодня около 90 человек. У него около 10 домашних групп из евангелистов. Они ходят по больницам, по квартирам, по улицам. То есть они везде. Куда только можно прийти, куда нельзя прийти. Часть из них пользуется таким видом евангелизма. Они звонят, ошибаясь номером. Извиняются, а потом проповедуют Евангелие. Вообще методов для евангелизма много. Аминь. И вот когда-то он начал ходить один. Он брал свою жену, своего ребенка и шел на улицу. 30 градусов мороз, 20 градусов, холодно ли, дождь ли, тепло ли. Он шел везде. Он говорил: Бог, я хочу, чтобы ты в моей программе. Он знакомился с людьми на улице, свидетельствовал им, молился за них.
У него не было единомышленников. Никого не было. Сегодня у него есть 90 человек, которые такие же горячие, также хотят это делать. И в служении многих из них уже те же самые чудеса, те же самые исцеления, те же самые дары Святого Духа начинают работать. Он был верен в малом, проявил характер, построил плоды. Бог со своей стороны включил дары. У него в служении за это лето в палатке спаслось, там он поездил по разным деревням, около 2000 человек. Около 2000 человек у него уже спаслось. Это уже не Дима ездит. Дмитрий приезжает, может быть, раз в год, 2 раза в год. Он уже ездит с палатки сам. В этом году двое его человек из его команды тоже поедут сами уже отдельно с палаткой. Эстафета. Нам нужны дары Духа Святого для тех людей там в обществе, для тех людей, которые находятся в очень сложных обстоятельствах. Нам нужны дары Духа Святого, как дар слова знания, дар слова мудрости, пророчество, дар иных языков, дар истолкования, дар развлечения духов. Сегодня этот дар, он востребован должен быть. Так много духовных проявлений сегодня. Так много людей претендуют на истинное божественные проявления. И нам надо сегодня как никогда иметь этот дар в своем арсенале. Особенно пасторам, служителям, лидерам. Нам нужен дар развлечения духов. Посмотрите, каких сегодня только нет мистических проявлений в церквях. Пыль золотая, перья, алмазы. Я как-то подумал однажды. Ну, если это есть, а если этого не будет? Если нет, плевать. Вопрос в другом. Спасаются ли люди? Служит это как-то для спасения, для изменения характера. Если это никаким образом не служит, даже если польется и лезет, ну соберем или не соберем, какая разница? Вопрос же не в этом. Мы не будем на этом циклиться. Для нас что-то, у нас цель есть, у нас видение есть. И нам чудеса нужны, которые будут служить людям, которые будут помогать людям, которые будут менять обстановку в городе, которые будут менять власть тьмы на власть света. Нам нужны такие чудеса, как у Филиппа были. Он один приходит в город, погруженный во тьму колдовства. Один помазанник, вооружен и очень опасен. У него в арсенале небеса, у него в арсенале слава Божья, у него в арсенале дары Святого Духа, у него в арсенале имя Господа Иисуса Христа. И он выходит в эту тьму, весь город. От малого до великого, погружены в колдовство, погружены в оккультизм. И этот один человек, он знает, как включать дары Святого Духа, как ими пользоваться на служение людям. И один восстает против всех и разрушает эти оккультные силы, эти демонические силы. И весь народ обращается к Господу Иисусу Христу. И была там радость великая. Один помазанник может вывести целую страну из депрессии. Один помазанник, вооруженный Духом Святым, может вывести целый город из депрессии. Род целый из депрессии. Один помазанник, когда он входит со всем арсеналом Царства Божьего, он может все перевернуть. И даже этот колдун говорит: а мне можно это? Я тоже хочу себе это иметь. Дорогие мои, у нас сегодня перед нами стоит задача научиться
Iemācīt, включать дары Духа ieslēgt Святого, Svētā gara dāvanas, научиться ими пользоваться. iemācīties tās lietot. Ведь я точно знаю, Jo es droši что они в zinu, церкви есть. ka tie draudzē Я ir. верю, что написано в Es Библии. ticu, kam, kas ir У rakstīts нас Bībelē, нет недостатка ka mums nav trūkumu ни в каком даровании. nekādā dāvanā. У нас все есть, Mums ir viss, потребное для жизни kas ir vajadzīgs и mūsu dzīvei, благочестия. un arī Дары есть в labklājībai. любой церкви. Dāvanas ir Если мы ikvienā об этом draudzē. учим, Ja mēs они par to есть. mācam, tās ir. Они где-то, может быть, летают на Varbūt viņas уровне kaut kur более lido высоком, tādā augstākā, духовном. garīgā līmenī. Вот зачем нужны плоды? Kāpēc ir vajadzīgi augļi? Плод — это то, что Auglis. умерщвляет плоть. Tas ir tas, kas То, что nomēdina убивает miesu. плоть. Tas, kas То, что nonāvē убивает земное miesu. Tas, kas притяжение. nonāvē То, что zemes ломает вот pievilkšanos. этот вот Tas, демонический kas salauž šo плотской разум, demonisko, miesisko prātu, который mешает kas вместить traucē то, что там на небесах происходит paņemt для to, нас. kas notiek debesīs priekš mums. Поэтому, когда мы разбираемся с Tāpēc, tad, плотью, kad mēs tiekam galā ar мы savu способны miesu, входить mēs в esam духовный мир spējīgi iet и garīgajā оттуда pasaulē брать un paņemt no что-то turienes великое от kaut Бога ko и lielu un спускать varenu это no на Dieva un землю. nolaist to šeit uz Вот zemes. зачем нам нужно побеждать Lūk, kāpēc плоть. mums ir Потому vajadzīgs что uzvarēt плоть, miesu, jo miesa, она держит нас на viņa земле. tur mūs šeit uz zemes. Она диктует нам земное Viņa diktē mums šīs оправдание zemes kaut kādas болезни. attaisnojumas, Она диктует нам slimības. Viņa diktē земное. mums zemes. Мы как адвокаты становимся tādi болезни, advokāti как kļūstam адвокаты slimībām, дьявола, как Sātanam, адвокаты нашего kā бессилия. mūsu bezspēcības Когда мы advokāti, плотские, kad mēs esam мы все miesīgi, время все mēs visu оправдываем. laiku kaut ko Этого нет attaisnojamies. поэтому, Tas ir этого tāpēc нет un tā. поэтому. Но Tas ir когда мы в nenotiek духе, tāpēc, bet tad, когда kad мы mēs esam ныряем в garā, глубины kad mēs Божьи, то iedziļinamies там Dieva dziļumos, есть другие течения Tad tur воды ir pavisam живой. citas Там нет dzīvās рек ūdens смерти, traumas. там нет рек Tur nav беспомощности. bezpalīdzības Там ты upes. слышишь, когда ты Tur tu немощен, dzirdi, tad, kad tu ты esi силен. vājš, tad tu esi Там ты stiprs. слышишь, Tad tur что tu я dzirdi, сотворил ka церковь, es esmu radījis которую врата ада draudzi, никогда kur не elles vārti одолеют. Там ты neuzvarēs. слышишь, Tur tu dzirdi, что он не просто Илия или ka ne Иеремия, vienkārši Elija он un Elija, Сын Божий. tur Dieva dēls. Он тот, который на Viņš кресте ir tas, умер kurš krustā ir miris и высвободил на эту un землю. atbrīvojis šo zemes. Он высвободил все Viņš потребное atbrīvoja для visu, нашей kas ir жизни. nepieciešams mūsu Крест dzīvē. Голгофы. Golgāts krusts. Он решил все Viņš наши atrisināja проблемы. visas mūsu problēmas. Весь товар царства. Visa debesu Все bagātība. оплачено. Tas viss ir Все samaksāts. народы оплачены. Visas tautas ir Кровью atpirktas. Иисуса омыты все болезни. Jēzus asinīs ir nomazgāts И он не visas торговался, slimības. вися на Un viņš кресте. nevienu netirgojās. Он не говорил, только руку esot krustā. прибейте. Viņš neteica tikai Только roku ногу piesiet, прибейте. tikai Он говорит, kāju вот он piesiet. я. Viņš teica, lūk, es esmu. Хотя мы все выглядели Kaut arī как mēs visi секонд-хенде. izskatāmies kā Хотя мы все otrreizējā prece. выглядели как отбросы. Kaut mēs visi Хотя мы izskatījāmies kā все tādi выглядели, atmesti. может быть, в нарядных Mēs varbūt костюмах, visi izskatījāmies но все tādos graznos согрешили, darbos, bet и все visi были bijām лишены славы grēkoši. Божьей. Visi bijām И он zaudējuši как Dieva секонд-хенде, slavu. Un там tieši tā kā otrreizējās товар всегда preces, дешевле. tur prece И он vienmēr мог ir сказать, lētāk. Un viņš за varēja них teikt, всю aiz свою viņu- жизнь. par viņiem visu savu Может, давай dzīvi. торговаться будем, дьявол. Varbūt patirgosimies Может sādē. быть, не надо всего Varbūt меня ne отдавать. visu man tur atdot Но vajag. я так благодарю моего Un es esmu Иисуса, tik pateicīga manam что Он не Jēzum, торговался. ka viņš netirgojās. Он сказал, я Viņš заплачу teica, всю es цену samaksāšu сполна, visu cenu я не pilnībā. сдамся, Es я nepadošos. заплачу Es все. samaksāšu pilnībā visu. Поэтому нет такой болезни, Tāpēc nav tādas которую Он бы slimības, не мог kur исцелить. viņš nevarētu dziedināt. Нет такого Nav проклятия, tāda lāsta, которое Он не мог бы kur viņš разрушить. nevarētu izārdīt. Нет таких немощей, Nav tādas которые Он не vājības, смог бы подкрепить kuras нас, viņš nevarētu mūs потому что Он stiprināt. заплатил всю цену. Jo viņš ir samaksājis visu Поймите, cenu. сила наших даров Saprotiet, Духа mūsu Святого svētā gara dāvanas в spēks том, ir что tajā, у нас есть ka mums жертвенник, ir upura altārs, крест Голгофы. Golgāts krusts, Там, tur на кресте krustā. все решилось. Viss jau ir На izlemts. кресте все для нас открылось viss bija великое. atvērts priekš Поэтому mums. мы сегодня Tāpēc mēs šodien не просто говорим, это я nevienkārši исцеляю. sakam, es tur dziedinu. Мы не бесов не изгоняем в свои имена. Mēs ļaunos garus Мы neiztenam ar смотрим savu на vārdu. крест Mēs skatāmies и uz говорим, krustu во имя un Иисуса sakam, Христа, Jēzus дьявол, Kristus vārdā, во Sātans. имя Jēzus Иисуса, Kristus во vārdā. имя того, И который tā vārdā, был послушен даже kurš до bija смерти и paklausīgs смерти pat līdz крестной, nāvei, pat līdz во имя krusta Иисуса nāvei. из Назарета. Jēzus Мы говорим Nāciešu человеку vārdā. больному, Mēs встань sakam slimiem, и ходи. celies un ej. Вот что мы имеем. Lūk, kas Крест mums ir. Голгофы мы Golgāts имеем. krusts Во mums имя ir. вот кого мы молимся. Lūk, kā vārdā Вот mēs во имя lūdzam. кого мы служим. Lūk, kā vārdā Вот mēs во имя kalpojam. кого мы посвящаем Lūk, kā свои vārdā mēs жизни. veltījam savas Потому что dzīves. крест Голгофы Jo — это Golgāts цена krusts, нашего tā ir с вами mūsu благословения, svētības искупления, cena, нашего atpirkšanas cena, будущего. mūsu nākotnes. Аллилуйя! Аллилуйя! Может ли кто-то дать Vai славу kāds var dot Богу? slavu tam Потому что kungam? на кресте Jo krustā высвобождена вся сила ir Божья. atbrīvota visa Dieva spēka. Крови Иисуса достаточно, Jēzus asinis pietiek, чтобы войти в небесную lai скинию ieiet debesu šķirstā и умолить Отца. un lūgtu tēvam. И Он дал
дал нам Духа Святого. Когда Иисус пришел с кровью своей, сказал: папа, Отец, как ты думаешь, достаточно ли этого, чтобы дать этой земле Дух Святой? Ведь Дух Святой был взят с этой земли из-за пренебрежения человеческой повадок плоти. Дух Святой был забран. Но когда Иисус сошел с креста, с кровью, говорит: Отец, как ты думаешь, этого достаточно? Дай этой земле безграничные возможности. Дай церкви безграничные дары. Дай церкви того, кто будет делать церковь невероятно великой, который сделает церковь самой великой организацией на этой земле, самой сильной и мощной силой на этой земле. Бог, дай им того, который будет одновременно и в Америке, и в Африке, и в Корее, и где-то там в африканских странах, и в Сибири, где бы мы только не были. Дай им того, кого стены не будут держать, кого человеческая сила не будет держать. Дай им того, который будет проникать вглубь сердец, который знает глубины. Говорит: Отец, дай им. И Библия говорит, на 10-й день, после его смерти, вдруг внезапно шум сделался в горнице, где 120 человек верно молились, верно ждали. Скажешь, как дары Духа Святого включаются? Через исполнение Духом Святым, через крещение Духом Святым. Когда Он сошел на них, это уже был другой Петр. Это уже не был Симон шаткий. Это был Петр, который знал Слово. У него дар слова знания сработал. Он говорит: это то, о чем говорил пророк Иаиль: «И зальет Духа Моего на всякую плоть». И он, знаете, что пообещал нам? Излияние Духа Святого. Это не просто говорить на иных языках, но это как минимум пророчествовать этой земле. И он сказал: и юноши, и девушки будут пророчествовать, будут видеть видения. Я знаю, что в кресте Голгофы не только наши немощи были прощены, не только наши грехи, но Дух Святой пришел на эту землю. Дары Духа Святого пришли на эту землю. Потому сейчас в конце этого служения, прежде чем мы будем практиковаться, мы, во-первых, обновим свои отношения с Господом. Мы обновим свой завет. Потому что в Его крови, в Его теле было высвобождено что-то драгоценное для твоего и моего служения. У нас у всех может быть много конспектов написано, красивых слов. Можем так искусно точить каждую мысль. Но что слова без силы? Но что слова без доказательств? Но что слова без демонстраций? Красивая речь, она льстит слуху, но проявление даров Святого Духа меняет жизнь людей. Однажды Иисус сказал: вы, говорит, не знаете ни Писания, ни силы Божьей. Мы новое поколение. Мы за Писание. Но мы не отвергаем силу. Нам и знания нужны. И отточенные мысли нужны. И красиво поставленная речь нужна. Но нам без даров, без силы, без присутствия, нам это ничего не надо. Красивых речей в мире много. Красивых каких-то композиций, каких-то проявлений, действий. Нам нужна сила. Сила. В любом служении, где бы ты ни был. За пультом сидишь. Оператор. Снимаешь на видео. Знаете, я недавно понял, что видеооператоры должны быть духовнее, не меньше, чем пастор. Иногда смотришь, что они снимают. Какой человек спит, они его снимают. Думаешь, это что, их помазание такое тянет туда? Горячих людей не снимают. Сонных каких-то находят, каких-то странных. Все время показывают. Все должны быть духовны. Амен. Все абсолютно. Все должны быть в духе. Все должно быть в скинии Божьей, помазано. Поэтому этот семинар даже для тех, кто снимает. Братья и сестры, кто снимает нас.
Дары Духа Святого и вам пусть Господь откроет. И мне откроет. А то думают, пастыра должны это иметь. А Филипп, знаете, кем был? Он был диакон. Хозяйственной частью занимался. А потом как включилось, как заработало. Аллилуйя. Давайте мы сейчас просто приготовим свое сердце. Я верю, что дары Святого Духа, они сошли в церковь через жертву Иисуса Христа. И они до сих пор для тебя и для меня. У нас в новом поколении есть чудесное учение о дарах. В рамках такого семинара, конечно же, плодотворно не расскажешь о каждом даре в отдельности. Невозможно открыть сути каждого дара, как они работают. Но мы говорим о главных принципах. Это послушание, это плоды, это умение сотрудничать с тем, кто над тобой. Это дерзновение, это активность. Когда это все будет, я уверяю тебя, ты начнешь видеть в своей жизни, в своем служении очень много проявлений славы Божьей. Будут ошибки, будет что-то не получаться. Когда однажды Роберту Шамбаку задали вопрос. Если под вашими руками кто-нибудь умрет, когда вы будете молиться за больных, что вы будете делать? Он сказал, я скажу следующее. Я скажу следующее. Не всех возможно исцелить. Но мы будем активизировать, включать, двигаться, действовать. И обязательно все заработает. В нашей церкви вот такие вот парализованные, они не за милостынями будут приходить. Они будут слышать, что там есть реальная помощь. Там есть люди веры, там есть люди, которые не боятся молиться, не боятся доверять Богу. И вам там обязательно помогут. Амен.